Гапур Халухоев трудится в отделе криминалистики с прошлого года. Общий стаж в Следственном комитете 10 лет. Майор юстиции показывает нам учебный класс. Здесь проводятся теоретические и практические занятия со следователями. Имеется здесь и криминалистическая техника. Например, источник экспертного света, предназначенный для обнаружения биологических следов и пальцев рук на месте преступления. Мы его часто применяем на местах происшествия. Он очень эффективно зарекомендовал себя. С помощью этого прибора мы могли обнаружить и можем обнаруживать следы биологического происхождения, кровь, слюну, и что позволяет нам эффективно раскрывать преступления. Технического оборудования здесь много. Например, это устройство позволяет извлекать, декодизировать данные с мобильного устройства, даже удаленные для сокрытия преступления данные. А этот детектор нелинейных переходов предназначен для поиска искомых объектов, выброшенную сим-карту, мобильный телефон и так далее. А вот эндоскоп Циклоп-2, по сути, камера для осмотра скрытых полостей. А в этом кабинете является истина. Если злоумышленник соврет, то это определит полиграф. Утром у нас, как обычно, как и в других правоохранительных органах, с 5-минутки начинается рабочий день. Руководитель ставит нам задачи на этот день, задачи на неделю, и мы уже в течение дня проводим, именно выполняем текущие задачи, связанные со служебной деятельностью. А также выезжаем на места происшествия, организуем назначение судебных экспертиз, помогаем следователям при расследовании преступления, осуществляем криминалистическое сопровождение уголовных дел. В 2001 году указом президента России создан Следственный комитет Российской Федерации. Сюда вошло и подразделение криминалистики. В настоящее время в Следственном управлении по Ингушетии проходят службу 10 следователей-криминалистов и 1 старший специалист-полиграфолог. Основное направление их деятельности – это оказание практической методической помощи следователям при раскрытии преступлений тяжких и особо тяжких. Кроме того, следователи-криминалисты акцентируют свое внимание, особое внимание, в том числе по указанию председателя Следственного комитета, на раскрытии преступлений прошлых лет. Это особое внимание уделяется центральным аппаратам. Поэтому, вот, если так сказать, с чего начинается день, день практически начинается у тебя с планирования. Практически каждый день ты можешь уйти домой с планами на одни мероприятия на следующий день, но день начинается не с твоих планов, то есть каждый день задачи обновляются. И вот, знаете, вот, так сказать, какое-то удовлетворение ты получаешь, когда ты не зависишь от своих планов, и у тебя каждый день меняется направление деятельности. Благодаря отечественным фильмам мы имеем общее представление о деятельности криминалистов, когда, например, совершенное преступление раскрывается через несколько лет благодаря всего лишь одной зацепке, обнаруженной специалистами. Так, здесь в 2023 году расследовали уголовное дело об убийстве жителя республики, совершенное в 2009, когда не сильно была развита генетическая экспертиза. В рамках работы группы по делам прошлых лет было изучено одно уголовное дело об убийстве жителя республики. В ходе изучения было установлено, что на месте происшествия была изъята шляпа преступника, которую уронил в то время. Однако вот по результатам изучения уголовного дела было установлено, что по этой экспертизе не была проведена молекулярная генетическая экспертиза по установлению генотипа преступника. По результатам изучения был составлен соответствующий план, был подготовлен, что будем делать, как будем дальше выходить из этой ситуации, исследовать вещественные доказательства на получение новых сведений. Была назначена экспертиза, в рамках дела также был определен конкретный круг лиц, которые имели неприязненные отношения с потерпевшим, и далее продолжилась работа по сбору их ДНК для сравнения с генотипом найденного на месте убийства. В результате сравнительного исследования генотипа, полученного со шляпы, и образца крови проверяемого лица, было установлено 100% совпадение. То есть генотип нам дает 99, короче, в общем, максимальное совпадение. Просто бывает ситуация, когда для экспертов не хватает исследуемого материала. Допустим, небольшой мазок патожирового вещества может и не хватить. Это раньше могло, фактически это раньше могло не хватить. На сегодняшний день они из самого минимума могут выделить уже генотип
даже если не стопроцентный, но максимально приближенный уже непосредственно к лицу его оставившему. И сегодня в их профессиональный праздник, ко дню криминалистической службы, важно отметить, сотрудники криминалистических подразделений занимают в среде следователей особое место. Со дня издания указа генеральным прокурором СССР о работе прокурора-криминалиста прошло 70 лет. С тех пор специалисты продолжают осуществлять всестороннее и полное проведение доследственных проверок по заявлениям о смерти и безвестному исчезновению граждан, повышают качество расследования преступлений, совершенных против личности, и внедряют в практику все новые возможности раскрытия. В этот день, в круглую дату 70-летия образования службы криминалистики, я хотел бы поздравить своих коллег со всех субъектов Российской Федерации, Главного управления криминалистики, с этим знаменательным праздником, пожелать им здоровья, удачи в службе, повышения по службе, терпения, когда не все дела сразу раскрываются, потому что не останавливаться на достигнутом и продолжать движение только вперед. Криминалисты работали на стыке науки и практики, активно взаимодействуя с подразделениями судебно-медицинских экспертов и других научных учреждений. Еще в Советском Союзе в ряде случаев возглавляли следственные группы, создаваемые для расследования особо тяжких преступлений, и со временем стали элитой следствия. Адам Мережков, Молот Гириахильгов, Магаз 24.